Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Мои милые, давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. К чему готовит вас судьба? Если тема вас заинтересовала, если хотите знать, понимать, тогда, пожалуйста, присоединяйтесь к моей отсыпочке. Посмотрите на песочек и загадайте на себя и на свою судьбу. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, к чему готовит вас судьба? Необычно. Очень-очень необычно. Здесь перемена какая-то грандиозная в жизни грядет. У кого-то эта перемена будет связана с отъездом, переездом, сменой локации. Причем переезд какой-то прям громкий, да, хочется сказать, громкий переезд. Неожиданный, резкий, очень дальний. Вот как-то вынужденный тоже может отыграться. Вот как-то человек перед обстоятельством стоит и думает, да, что делать. Вроде как бы и не хочу-то я особо никуда ехать, да, но вот сама судьба заставляет, сама судьба, скажем так, спину толкает, да, вот такой момент. А у кого-то это резкая перемена в жизни, опять же таки, да, как жизнь заставит, может быть, стать старше, стать более выносливым, более терпеливым, более смелым, как-то вот, знаете, за себя где-то потолкаться, побороться. Вот тут идет именно принуждение, понимаете, момент принуждения. Если вас не принуждать, да, не давать вам этих волшебных пендалей, вы же делать ничего не будете. Это нормально, все мы люди такие, нам бы спокойно жить, да, даже пусть если жизнь не очень, да, но мы все боимся перемен, мы все их ждем, но все их боимся, да, вот если честно себя спросить. Но вот вы человек, который засиделся, вот кто зашел на эту отсыпку, сколько бы вас ни было, вы засиделись в своем болотце. Простите, что так говорю, но это видно, это здесь все показано. Поэтому вас будут пихать, толкать, подгонять, да, вот, то есть ставить вас перед фактом, когда у вас нет возможности ни малейшего шанса отказаться от этой перемены. Все перемены, чтобы вы не пугались и не переживали, все идут к лучшему. У вас здесь главный рисунок, центральный и венец, это глаз Бога, понимаете? Это... У меня уже была такая цыпочка, я вот помню, тоже она была общей, и тоже выходил вот такой глаз Бога. Это воля Божья, понимаете, на нее нельзя повлиять, от нее нельзя никак отказаться. Здесь в прямом смысле судьба берет свое. Здесь вам не дадут право, например, на выбор, либо на отказ, либо на отложенную ситуацию. Нет, здесь случится так, как вам предписано, как вам предначертано. Здесь у меня, вот знаете, как это очень хороший на самом деле знак, знак божественной силы. У вас он идет с ростом, с вашей дорогой роста, хоть тут и развилочка идет, но если присмотреться к этой развилочке, да, она сходится в кольцо. Кольцо, которое может быть как и брачным, так и кольцом новой вашей жизни, да, перехода на новый вот этот кольцевой уровень, да, вашего развития. Перемены однозначно будут очень хорошие, но как-то резко, необычно и принудительно. Вот это, конечно, смущает. Знаете, тут такое впечатление, что вы сначала огорчитесь очень сильно, испугаетесь, а потом, немножечко подумавши, либо поживши в этой ситуации, вы поймете, как же это классно, как же это здорово, да это же просто чудо. Вот как-то так идет.
Здесь гвоздики с двух сторон, тут гвоздики, вот одна, вот вторая. Это очень сильные цветы, они сильны как и в восточной культуре, так и в магических ритуалах, поэтому здесь однозначно пробуждение вашей силы, ваших способностей и ваших возможностей. Здесь у меня попугай вышел. Что-то вы будете повторять, но уже вы должны будете эту ситуацию прожить, либо повторить, но с умом. Да, либо воспользовавшись какими-то знаниями, каким-то опытом. У вас тут два попугая, вот он один сидит, да, спокойно, а вот этот уже крылья, да, раскрыл, готов лететь. То есть из какой-то цикличности вы выходите, из какого-то дня сурка вы выходите. И перед вами все открыто, понимаете, перед вами вот прям радуга идет, да, весь спектр эмоций и чувств. А те закрытые двери, которые у вас по судьбе, по жизни были, вот они, 3 возможности, 3 двери, 3 человека, 3 обстоятельства, да, то, что вам не было дано, либо то, что от вас убежало, скрылось, закрылось, исчезло, да, вы опять с ними столкнетесь, с людьми, с обстоятельствами, ситуациями, но в этом случае 2 двери уже открыты для вас, видите, одна открыта и вторая открыта, а вот 3-я дверь, вам придется открыть ее самостоятельно. Вскрыть, да, даже не открыть, вскрыть эту дверь. Поэтому вам и даются такие силы, вам даются такие возможности. Здесь метла у вас идет. Здесь порядок наведете в своей жизни. То, что вам не нужно, то, что вам мешало, вы вычистите. Вычистите. Ну, чистота в жизни пойдет, стерильность, я бы даже сказала. Работа вас большая ждет. Не только в плане фактическом, да, что вот вы на работу там устроитесь, либо начнете какие-то, может быть, дополнительные должности, да, либо обязанности выполнять. Здесь именно идет еще и своя собственная жизнь, свое состояние психологическое и состояние внутреннего микроклимата в семье. Понимаете, будете все тут подчищать, убирать, восстанавливать. Здесь не вышли, ну, скажем так, партнерские отношения. Здесь вышел именно сам человек как венец мировоздания. Понимаете? Вы сила, вы возможность, вы шанс, вы та яркая звезда, которая наконец-таки должна засиять. Готовьтесь к тому, что, да, посыпятся на вашу голову предложения, возможности, причем во всех сферах, начиная от любви, заканчивая, не знаю, своей реализацией. Все вам будет к ножкам сыпаться. Но будьте внимательны, будьте бдительны. Вместе с большими дарами придут и большие какие-то, как бы это правильно сказать, да, ну не хочу говорить неприятности, да, это не неприятности, придут и люди, которые будут пользоваться вами, либо пытаться воспользоваться вами, либо тем, что вы имеете, тем, что вы располагаете. И это не только про деньги, это еще и про вашу ресурсность энергетическую, да, потому что вот здесь такие вот у меня вышли неприятели, здесь даже не один человек, ну как бы я вижу 3, их может быть на самом деле больше, и они вот такие хитрецы, подлецы, которые будут пытаться какими-то окольными путями к вам там приблизиться, причем с тыльной стороны, да, присосаться к вам и воспользоваться. С хорошей стороны я вижу 2. Один человек сильный, самостоятельный, а 2 человек как будто бы нуждающийся в вас, в вашей поддержке, в вашей помощи, в вашей любви. То есть один у нас получается сам по себе, а 2 проситель. Но эти люди хорошие. Этим людям, знаете как, вот этот проситель, видно, вы должны взять опеку над этим человеком и действительно помогать, давать, пропихивать этого человека, да. А 2 человек, он больше идет как равный вам, да, человек, который не нуждается в ваших, например, каких-то там донатах, да, а наоборот может и сам помочь, и больше, как, знаете, как человек, который, ну, дружит, помогает, подсказывает, и в то же время вы также этому человеку отплачиваете. Если вы в браке, в отношениях, то здесь, ну, понимаете как, тут от судьбы не уйдешь, тут вы все-таки лидер, хотите, не хотите, вы лидер, вы светоч, да, и вы этот факел, да, на который все мошки слетаются, да. Простите, конечно, но ну, прям все на вас смотрят и все к вам тянутся, потому что вы реально всех можете обогреть, согреть, дать надежду, дать подсказку, дать именно то, что люди хотят, в чем очень сильно нуждаются.
Еще очень важно, это то, что вы будете как-то наполняться очень сильно энергетически. Это, конечно, хорошо, но до определенного момента. Здесь вы должны четко для себя понимать, что вам с космоса энергия приходит, но энергия это, как знаете, как чужеродная получается, да, это не ваша собственная. Поэтому она может быть игривой. Здесь очень важно получать и уметь дать. Да? То есть излишек отдать тому, кто нуждается, либо тому, кому это необходимо. Еще важный момент для тех, кто хотел сойтись с кем-то в пару, в отношения. Тут будет у вас все. Вы сойдетесь, вы будете вместе, вы будете жить, да, вот прям два человека вместе. Но вот мужчина какой-то, то ли проблемы у него, которые нужно будет решать, но решать нужно будет сообща. То есть он проблемный, так скажем. И он от вас, вот видите, как отвернулся, что-то там сам себе делает. Решить сам не может. Ему нужны подсказки, ему нужны стимулы, ему нужны, может быть, даже какие-то одобрения. Здесь очень важно женщине проявить мудрость, найти те правильные слова, которые бы этого мужчину к вам повернули, чтобы он не сам в одиночестве пытался решать то, что у него там болит, и то, что у него зудит, а то, чтобы он делился с вами, чтобы вы, по крайней мере, знали, что происходит. Потому что если так будет дальше продолжаться, то женщина может подумать, что я ей не нужна, да, я не нужна, у него там какая-то своя тайная жизнь, он меня туда не пускает, и я ему не нужна. Особенно для мужчин важно это, да, то есть обращайте внимание на женщину свою. Но поверьте, она не глупее, чем вы, а даже, может быть, гораздо умнее. Так тоже бывает, да, и у женщин другой взгляд на жизнь. И это нормально, мы разные. И одна голова хорошо, а две еще лучше. Не бойтесь, что она у вас разочаруется. Бойтесь того, что вы вот этими тайнами и секретами выстраиваете огромный барьер и огромную стену между вами. Вот это гораздо страшнее. Так, мои дорогие, тут, сами видите, да, по рисункам такие очень мощные большие рисунки вышли. Глаз Бога. Хотите, сделайте себе скриншот, сохраните на свое устройство. Это поможет вам поскорее привлечь свою судьбу на исполнение и на то, чтобы у вас была защита и была у вас помощь. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.